Таджикфильм и телеканал Джахунамо представляют авторский проект Мирзо Асозодам. Из цикла «Моя краина». По следам динозавров. Таджикистан – сказочная страна, гор и легенд, страна контрастов и противоречий во всем. В природе, в климате, в социальной сфере. Порой средневековье здесь уживается с современными технологиями, палящее солнце с вечными льдами, а гостеприимство и щедрость людей – поразительной бедностью. Но это еще не все. Мы будем путешествовать только по одному маленькому уголку Таджикистана. Это историко-природный парк Ширкент. Для туристов долина Ширкент – это место неограниченных возможностей. Альпинизм, спортивный туризм, исторические, этнографические, приключенческие туры, рафтинг, велотуры, джип-туры, рекреационный туризм и многое другое. Более 300 солнечных дней в году. Путешествовать здесь можно не только летом, но весной и осенью. Это живописнейший уголок Азии с огромным разнообразием горных ущелий и склонов, на которых летом живым ковром цветут миллионы диких цветов – ирисов, маков, адельвейсов. Как живописно сочетание горных хребтов и альпийских травянистых лугов. Именно здесь находятся самые чистые и непередаваемо прекрасные родники, окаймленные высочайшими скалистыми горами, венчаемыми снежными шапками. И именно здесь почти лунные пейзажи оживлены хитросплетениями арчевых стволов, закрученных странной силой ветра и солнца в невероятные фигуры. Именно здесь царит мистическая тишина, и за каждым новым поворотом крутой тропы новая тайна. И именно здесь многие находят для себя ответы на самые сокровенные вопросы бытия. Чтобы увидеть это место, надо идти много километров пешком, по неровным горным тропинкам. Придется пересекать параллельный мир. Не каждому удается заглянуть дальше и приоткрыть тайну загадочного Ширкентского парка, так как в среднем течение русла реки Ширкент сжимается труднопроходимым каньоном, который оберегает первозданный мир этого заповедного края. Историко-природный парк Ширкент – это единственное место на карте Азии, которое не имеет проселочной автомобильной дороги, если не считать только пару десятков километров от его выхода. И это очень положительно. Если построить дорогу, дома и коттеджи, то от этой нетронутой природы ничего не осталось бы давным-давно. Постройка домов отдыха и всякое другое строительство уничтожит дикую природу Ширкента. Единственный и безвредный вариант – построить по берегам Сарбина канатную дорогу с несколькими платными стоянками. Естественно, по доступной цене. Тогда туристам и посетителям будет комфортно и удобно.
и дикая природа не пострадает от человеческих отрицательных действий. Те люди, которые любят жить в коттеджах и благоустроенных домах, в Ширкенте делать нечего. Потому что это дикая, нетронутая природа. Только ради комфорта нельзя разрушать этот мир. Мы начали свой путь по Ширкенту по берегам Сарбина. Это не доезжает до села Хакими. Поворачиваешь в левую сторону, и впереди нас ждет 50 километров дороги вверх пешком. Наши гиды, Хайтали с Холбоем и оператором, остановились отдохнуть. Наша группа состоит из 6 человек. Про 2 из них я расскажу уже в финальной части нашего путешествия по Ширкенту. Во время привала мы посмотрим на прошлое Ширкента и потом продолжим свой путь по следам динозавров. Переворотов было тут немало. Вершина дном одно, вершина 100. Начать следует издалека. Тетис существовал во времена от позднего палеозоя до мезозоя, то есть в период от 320 до 665 миллионов лет назад, разделяя древние континенты – Гондвану и Лавразию. Около 280 миллионов лет назад от Гондваны отделился так называемый Киммерийский материк, который медленно пересекая Тетис, в конце концов столкнулся с Лавразией около 200 миллионов лет назад. В связи с этим уместно говорить о 2 океанах – Тетис, Палеотетисе 320-260 миллионов лет назад и Неотетисе, или просто Тетисе 200-665 миллионов лет назад. Увеличение Атлантического и Индийского океанов и дальнейшее смещение плит привело к постепенному сокращению размеров Неотетиса. В конце концов, около 665 миллионов лет назад остатки Гондваны столкнулись с Лавразией, образовав Альпийско-Гималайский горный пояс, который включает в себя Пиренеи, Альпы, Карпаты, Памир, Гималаи. После столкновения континентов Тетис еще некоторое время представлял собой водоем небольшой глубины, покрывающий большую часть Южной Евразии. Восточная часть Средиземного моря, Черное и Каспийское моря, Персидский залив, а также моря Малайского архипелага являются остатками Тетиса. Продолжим свой путь. Пройдя некоторое расстояние вверх, по горной тропе мы пришли к самому труднодоступному месту и оказались у начала восхождения, где заканчивается побережье Сарбина. Еще у подножия горы в метрах 100 находится перевал Яхоб, или как на местном языке его называют Акбае-Яхоб. Перед нами открывается затерянный мир. Мир, в котором жили в свое время динозавры, и потом, спустя миллионы лет, первобытные люди. Чувствуешь и ощущаешь дух той эпохи. Наш оператор Таварали показал нам кусочки керамической плиты, каменные плиты и разные орудия каменного века, возраст которых исчисляется тысячелетиями. Кажется, это место было местом, где жили люди каменного и бронзового века. Об этом свидетельствуют следы первобытных людей, места захоронения древних могил, разные рисунки на каменных плитах. И, конечно, много-много разной хозяйственной утвари.
Жизнь в этом месте началась еще в каменном веке, в IV-III тысячелетиях до нашей эры. Археологические достопримечательности разбиваются на две большие группы – памятники каменного века и средневековые. Памятники каменного века объединяют 10 месторождений и стоянок первобытных людей от среднего палеолита до неолита. Позднее территория долины входила в состав Бактрии, потом греко-бактрийского и кушанского государств. Об этом свидетельствуют найденные археологами остатки древних городищ и поселений. Сегодня, правда, от них остались лишь округлые насыпи, называемые тепа, что означает в переводе «холм». Все памятники каменного века и средневековья, стоянки первобытных людей, древние выработки по добыче медных и медно-оловянных руд, некрополи и ирригационные сооружения относятся к археологическим достопримечательностям. Любопытные этнографические объекты, локализованные главным образом в кишлаке Пашми-Кохна, демонстрируют некоторые бытовые, культурные и религиозные традиции современного населения долины Ширкент. Кстати говоря, село Пашми-Кохна – это основное место для посетителей барьера и самая близкая и подходящая стоянка к следам динозавров. Оно считается центром историко-природного парка Ширкент. Это сезонное село. Только в теплый период жители Низкогорья на осликах и лошадях привозят своих пчел, гонят мед и смотрят за своими домашними животными. И при первых заморозках, которые уже наступят после 20 августа, покидают Пашми-Кохна. Уже заметно, эти сезонники рубят арчевый лес. Начали уничтожать природу Ширкента. Территория парка стала для отдельных чиновников как собственное пастбище. Они уничтожают много лекарственных растений. В ходе работы в известняковой породе мы нашли остатки раковин двухстворчатых моллюсков поздней меловой эпохи. Находясь в толще грунта, эти ракушки являются свидетельством того, что здесь находилась прибрежная часть моря. Далее наш путь следует вверх, к следам динозавров. Справа по склону мы увидели нечто вроде застывших барханов пустыни. Это следы прибрежного мелководья, где застыла волновая рябь. Следы динозавры могли оставить на влажной прибрежной почве. Здесь у моря он мог в изобилии добывать себе пищу. Дальше от берега моря следы динозавров практически не могли сохраниться с таким качеством. И такой индикатор мировое научное сообщество приняло как наиболее точное в научном мире. Они упоминаются как Ширкент-1, Ширкент-2 и местечко Харкуш, находящиеся выше по течению реки Ширкент. В Ширкенте-2 обнаружено более 200 следов динозавров юрского периода. Наиболее четко сохранились следы в Ширкенте-1 и в Харкуше. Эти находки внесены в реестр ископаемых следов жизни на Земле. В свое время ученые других стран, занимавшиеся палеонтологией, изучали ширкентские следы. Итак, перед нашим взором предстала ровная цепочка из 8 почти полуметровых следов с ровным межшаговым интервалом, примерно в 1 метр. Из 8 следов хорошо сохранились 3. В них отчетливо видны границы ступни, пальцев и когтей. Пятипалые следы с большой стопой и короткими пальцами. Долгое время научное сообщество не могло прийти к единому мнению. Динозавр ли это? Дело в том, что следы динозавров похожи на куриные, трехпалые, с длинными пальцами. Ширкентские следы не похожи ни на один из видов следов, обнаруженных на Земле.
Предполагалось, что эти следы древнего медведя, но в конце концов, после долгих исследований, было решено, что эти следы принадлежат особому виду динозавра. Кстати говоря, аналогов этим следам пятипалого динозавра в мире до сих пор пока нет. И это делает ширкенские следы уникальным сокровищем истории. Как же сохранились следы до наших дней? Ведь возраст их более 80 миллионов лет. Давным-давно здесь проходила граница моря. Динозавр в поисках пищи проходил по влажной пластичной почве берега, оставляя свои следы. Затем, в результате изменения рельефа земной коры, вызванного вулканической активностью, море ушло. Следы высыхали, покрывались листвой, растениями. Далее поверх этого накладывались различные осадки, в том числе из грунтов разных пород. Поскольку этот период длился миллионы лет, следы остались глубоко под землей и окаменели. За это время, в результате столкновения подземных плит, здесь образовались горы. Слой следоносного мелового периода вырвался наружу. А атмосферные осадки, размыв верхний слой пласта, обнажили следы динозавра. Такова простая схема исследования. Все эти места, хранящие в себе тайны древнейшей истории Земли, можно увидеть в наших горах. Словно гигантский слоеный пирог, горы вобрали в себя почти все периоды развития жизни на Земле. И находясь здесь, среди этого бесценного дара природы, невольно задумываешься о том, что человек так мало делает для ее сохранения. На месте следов динозавра должны были оборудовать специальные навесы, предохраняющие их от атмосферных воздействий, смотровую площадку для посетителей и лестницу, ведущую к следам. За последние годы следы сильно разрушились. Если не сохранить их, то они исчезнут безвозвратно. В зависимости от климатических условий, следы в Ширкенте-1 могут исчезнуть в ближайшие 2-3 десятилетия. Сейчас этот уникальный памятник природы из-за нашего равнодушия медленно разрушается. Да, это тревожно. Следы динозавра, жившего в древности, миллионы лет Земля хранила в своем чреве. И вот сравнительно недавно, в наши дни, они, обнажившись из толщи Земли, могут исчезнуть навсегда. Но следы динозавра далеко не единственная достопримечательность этого места. К числу редких относятся также ископаемые следы сверления камнеточцев, моллюсков и гигантские знаки волновой ряби, трещины усыхания морского ила и реликаты кор в разрезах мезозоя. Окруженная со всех сторон высокими и труднопроходимыми горами долина, с севера замыкается заснеженным хребтом Дарайя-Яхоп и мечети Калдырга, отдельные вершины которого достигают высоты 4400-4500 метров. На фоне серых гранитных скал и сверкающих на солнце снежных хребтов ярко выделяется нижний ярус рельефа, образованным красноцветным песчаником и конгломератами, которые образуют здесь широкую ступень, протянувшуюся более чем на 5 километров и получившую название Ширкенский барьер. Причудливой формы выветривания в разрезах мезозоя башни и замки
красноватого цвета, сменяются террасами, проросшими ярким арчевым лесом, что придает всему Ширкентскому барьеру вид сказочной крепости. Такие, как Медресе Бобошер, пещера Мумия Камар, горные ручьи Мумия Камар, Яхоп и Сандал-Дарьё, промывшие за столетия себе дорогу в монолите красной породы, создали естественные природные ванны, водопады и гроты. Ширкентский барьер оказывает неизгладимое впечатление на всех, кто проникал сюда. Теперь чуточку о создании парка. Долина Ширкент, где расположен одноименно историко-природный парк, создан в июне 1991 года с целью сохранения генофонда уникальной флоры и фауны, экосистем, природных и культурных ценностей, а также рационального использования надлежащего содержания и изучения юго-западного Гисарского физико-географического района. Памятники природы и истории в долине реки Ширкент имеют большое научно-рекреационное значение и вместе с живописными ландшафтами составляют основное содержание историко-природного парка. На сегодняшний день площадь историко-природного парка составляет 3000 гектаров. В перспективе ожидается его расширение до 30 тысяч гектаров. О том, что мы видели в Ширкенте и по мере возможности показали вам, говорит о том, что в мире есть много мест, где природа являет человеку свою красоту. Вряд ли найдется еще такой уголок, как Ширкент, где на небольшом пространстве рассыпаны среди чудесных горных ландшафтов у подножных снежных гор, окруженные лесами, под безоблачно-синим небом разноцветные арчевые рощи и ручьи, вода которых переливается всеми красками, от нежно-зеленой до темно-лиловой. Струящиеся потоки чистейших рек, мягкие ковры трав под ногами, бездонное небо, без единого облачка, в которое просто невозможно смотреть без изумления и восхищения, навсегда останутся в сердце каждого, кто увидел все это. Всю эту историю, культуру и этнографию мы вам по мере возможности показали, но нельзя забывать про водные ресурсы парка. Главная водная артерия парка – это река Ширкент и ее притоки Сандал-Дарья, Мумия Камар, Дарьё и Яхоп. Питание этих рек снежно-ледниковое. В верховьях реки Ширкент имеется 14 некрупных ледников и снежников общей площадью в 4,5 квадратных километра. Сложное пересечение хребтов и таяние прежних ледников, образовавшие валы морей, создали условия для уединенных ущелий и горных цирках. Водный поток, берущий свое начало с горных вершин, протекая вдоль всего ущелья, питает долину. Прозрачные родники, тенистые арчевые рощи, многолетние деревья и многообразие животного мира, и над всем этим лазурные купола безоблачного неба. В этих реках можно рыбачить на форель, маринку и туркестанского сомика. В Ширкенте никак нельзя забывать про ее богатую флору. В народе растительность мира называют средством от 99 болезней. По словам древних лекарей, как без муки нельзя испечь хлеб, так без мира растений нельзя лечить многие болезни людей и животных.
Зона арчевых лесов Ширкента является оздоровительным местом практически для всех видов болезней, за исключением сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, арчевники Ширкента заслуживают огромного внимания и заботы с тем, чтобы сохранить их как уникальное природное явление. Наиболее широко распространенным на территории Ширкента является пояс арчевых лесов. Растительность Ширкента подчинена высотно-климатическим факторам, в силу чего наблюдается последовательная смена растительных комплексов в высотном профиле. Выделяются пояса ксерофитного редколесья или шибляка 1800 метров над уровнем моря, широколиственных лесов или чернолесья 1800-2600 метров над уровнем моря, арчевых лесов 2000-3000 метров над уровнем моря, субальпийских лугов 2800-3000 метров над уровнем моря и альпийских лугов в сочетании с горными степями 3000-4000 метров над уровнем моря. Каждый из перечисленных поясов отличаются друг от друга по составу и структуре растительности, значению данной растительности в природном балансе, уникальностью и значением в хозяйственном, рекреационном и научно-познавательном отношении. А для любителей животного мира Ширкентский парк – самое подходящее место с богатой фауной. Фауна Ширкента включает около 150 видов позвоночных, из них 30 видов млекопитающих. Интересно то, что во время прогулки по этой местности рядом с вами всегда гуляет бурый медведь, каменная куница, горностай, ласка, а сурок пока греется на солнце. Тихо, незаметно, иногда спускается снежный барс. В это время над вашей головой летает беркут в поисках пищи. Белоголовый сип смотрит внимательно из-за дерева, а параллельно туркестанский балабан и рыжеголовый сапсан, местное название шахин, тоже ведут свою охоту на кого-то. В Ширкентском парке можно увидеть 40 видов оседлых и 55 видов перелетных птиц. Территория парка отличается сильной расчлененностью и перепадом абсолютных высот от 4000 до 4500 метров над уровнем моря на севере и до 800 до 1000 метров над уровнем моря на юге. По сравнению с климатом других высокогорных районов южного склона Гисарского хребта, климат парка более холодный и суровый. Лето здесь менее жаркое, зима более продолжительная и суровая, а осенние и весенние периоды сокращены. Среднегодовая температура воздуха колеблется от 11 градусов Цельсия в теплом поясе на высоте 1800 метров над уровнем моря и до 8 градусов Цельсия на высоте 3000 метров над уровнем моря. Средняя высота снежного покрова в феврале достигает 60-70 сантиметров, а общее количество дней, в течение которых держится снег, от 100 до 130. Путешествия по Ширкентскому национальному парку наиболее привлекательны весной, середина апреля, середина июня, а также осенью, с начала сентября по начало ноября.
Преимуществами путешествий по Ширкенту являются близость и безопасность района, хорошие тропы, удобные подъездные пути, возможность путешествовать в то время, когда другие горные районы недоступны вследствие глубокого снежного покрова. Туристы и любители природы могут по пути сделать остановку и запастись продуктами в селе Хакими, в домиках и коттеджах по берегам реки Каратак и Ширкент. Выбор большой по вкусу и по доступным ценам, потому что до села Пашми-Кухна больше негде будет взять продуктов. Итак, наше путешествие по Ширкенту подходит к финалу. Все время, пока я работал над фильмом и путешествовал по Ширкенту, я чувствовал, как будто все время рядом со мной были Антуан де Сент-Экзюпери и его герой Маленький принц. Экзюпери и его герой Маленький принц любили и оберегали от Баобабов свою маленькую планету и ни на одну минутку не забывали о своем единственном любимом цветке. Мы должны также любить и оберегать свою землю, пока Баобабы не пустили свои корни глубоко в нашу землю. Если вовремя их не распознать, потом от них уже не избавиться. Они проникают насквозь своими корнями, и наша горная страна очень маленькая, а они разорвут ее на клочки. Мы должны, как Маленький принц и Антуан Экзюпери, защищать и оберегать невинную природу Ширкента, где приятно путешествовать по времени. Это уголок горных барьер. Я показал еще раз, чтобы вы получше разглядели. Если любишь цветок, единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионных мест под звездами, то довольно посмотреть на Ширкент и почувствуешь себя счастливым. И говоришь себе, где-то там живет мой цветок. До свидания, всего доброго.